В результате 14 рейдовых мероприятий, проведенных с конца декабря прошлого года в Назрановском, Сунжинском, Джайрахском и Малгобекском районах, выявлено 26 случаев браконьерства. Об этом на очередном заседании экологического совета при главе Ингушетии доложил министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Бабкоев. В отношении всех нарушителей законодательства возбуждены административные дела. По словам руководителя ведомства, первичный анализ итогов работы, проделанной госинспекторами и регионального Минприроды, показал, что массовое браконьерство в охотничьих угодьях республики связано в первую очередь с посредственным отношением егерского состава к своим служебным обязанностям и ненадлежащим контролем со стороны надзорного ведомства. Министр также сообщил, что в ходе инспекционных выездов лесничества Ингушетии, направленных на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, было установлено, что наибольший ущерб нанесен лесным угодьям Сунжинского района. В результате 2 инспектора лесоохраны были уволены за невыполнение своих должностных обязанностей. Еще 2 сотрудникам участковых лесничеств объявлены дисциплинарные взыскания. В текущем году в Минприроды Ингушетии проводились ежедневные практически обследования лесных участков, в том числе и в период новогодних выходных. В ходе указанных рейдов выявлено 7 фактов незаконной рубки лесных насаждений. Все они на территории Сунжинского района. Выявлен и арестован и доставлен на склад хранения незаконно срубленный лес в объеме более 130 кубометров. В том числе в Мужичинском участковом лесничестве 94 куба, в Нестеровском участковом лесничестве около 14 кубов, в Ялкунском участковом лесничестве 23 куба. К примеру, 27 января текущего года в Нестеровском участковом лесничестве в районе сельского поселения Бердюрт обнаружен незаконно срубленный лес породы бук в объеме около 6 кубометров. На месте правонарушения задержан предполагаемый правонарушитель, осуществлявший транспортировку данного леса. 29 декабря в ходе проведения рейдовых мероприятий в охотничьих угодьях Малгобекского муниципального района, лесной массив окраины сельского поселения Инарки, было выявлено, пресечено 8 фактов нарушения правил охоты. 7 января около лесного массива окраины сельского поселения Сагыпши Малгобекского района было выявлено, пресечено 3 факта нарушения правил охоты. 19 января в лесном массиве сельского поселения Вознесеновского Малгобекского района были задержаны 2 граждан соседнего региона, не имеющих права на производство охоты. 20 января на северном склоне Терского хребта Малгобекского муниципального района были выявлены и задержаны 2 группы граждан в количестве 11 человек из соседних регионов, не имеющих права на производство охоты в охотугодь. Все нарушители были доставлены в городской отдел Малгобекский для выяснения обстоятельств по существу. В Назрановском муниципальном районе 23 января лесной массив Сурхахи-Алиюрт было выявлено и пресечено 2 факта нарушения правил охоты. В Сунжинском муниципальном районе, также 25 января, это окраина сельского поселения Нестеровское, было выявлено 7 фактов нарушения правил охоты. В Джайрахском районе также пресечено 2 факта нарушения правил охоты. В отношении нарушителей правил охоты возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 837 КоАП. Это нарушение правил охоты. Все они привлечены к административной ответственности. По всем фактам выявленных нарушений проведена служебная проверка, в результате которых от занимаемых должностей освобождены 4 специалиста-егеря. В отношении 3 проводится проверка. Проведенные рейдовые мероприятия показали, что нарушители правил охоты браконьеры всегда имеют при себе охотничье огнестрельное оружие, в том числе с нарезным стволом, транспорт высокой проходимости, оснащены средствами радиосвязи, зачастую находятся в нетрезвом состоянии и оказывают неповиновение законным требованиям госинспекторов. Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым наладить тесное взаимодействие с правоохранительными органами, МВД по Республике Ингушетия и Росгвардии по Республике Ингушетия для создания рабочих межведомственных групп в целях проведения совместного рейдового мероприятия по выявлению и пресечению незаконной охотничьей деятельности на территории республики. Очень слабо в этом направлении, на мое мнение, работают ваши начальники в районах, особенно в Сунжинском районе. Здесь надо просто жестко поставить задачу и сделать так, чтобы они тесно взаимодействовали с
министром природы и с его людьми. Это одно. И второе, здесь надзирающие структуры, которые там Росприроднадзор и другие, должны максимально здесь являться игроками, а не просто наблюдателями со стороны. Вот на это тоже обращаю очень серьезное внимание. И вот эту лесную тему просил бы там представителей правительства влиять на личный контроль с этими примерами, со всеми. И раз в месяц по этой теме проводить на своем уровне совещания. Любое проявление по этой теме, где нет реакции властей, муниципальных, там, в том числе и надзирающих структур, сразу же доклад мне. И вам надо там проводить на местах уже совещания. И начальника РОВОДа любого района города, где вы сталкиваетесь с лесной темой, и прокурора, у вас телефон должен быть. А вы должны им дать установку, что как только позвонит министр природы, или они сами, или их подчиненные должны выехать на то место, где они нужны.